Здравствуйте, это программа «Интервью дня». 23-24 августа республика отметит 140-летие восстания 60 богатырей. Об основных событиях этого самого крупного выступления тувинского народа против маньчжуро-китайской власти нам сегодня расскажет научный сотрудник сектора истории Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований при правительстве Республики Тыва Антон Анатольевич Асонычев. Здравствуйте, Антон Анатольевич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какова была политическая, социально-экономическая ситуация в Туве того времени? Что послужило все-таки толчком для восстания? Политическая и экономическая ситуация в Туве того времени была достаточно непростой. Как мы помним, сейчас Тува делится на кажуны. Такое деление существовало уже в тот период. Но тогдашние кажуны представляли собой, как это обычно говорят в истории, военно-административную единицу. То есть, прежде всего, кажун, а соответственно сумоны и арбаны, это территории, с которых должны были выставить вооруженных людей. Вот Тува была разделена на несколько таких кажунов, часть из которых управлялась непосредственно тувинскими наёнами, а часть принадлежала монгольским князьям, то есть там были управляющие со стороны Монголии. Одним из таких кажунов, в частности, был Бейзи-кажун на реке Хемчик. Другим, кажуном, управлял уже непосредственно тувинский наён. И, собственно, вот на территории кажуна и вспыхнуло восстание 60 богатырей. Что касается экономической ситуации, то она тоже была достаточно непростой. Во-первых, для кочевого хозяйства всегда большой урон наносили бескормицы, так называемые джуты. И к 80-м годам XIX века таких джутов было уже несколько. Помимо этого, с 60-х годов XIX века в Туве действовали российские торговцы, которые в больших количествах скупали скот и выгоняли его за пределы Тувы. Это все приводило к тому, что поголовье скота на территории тогдашней Тувы достаточно сильно уменьшалось со временем. И многие люди, в основном от бескормицы, от поборов чиновников, которые шли в Китай, в столицу империи, они разорялись. И некоторые из них в силу своих собственных причин, то есть, например, чтобы не умереть с голоду, могли пойти наниматься на какие-нибудь работы, в том числе и, связанные с криминалом. Вынуждены были? Вынуждены были, потому что то же самое скотократство, оно процветало во многом еще и потому, что люди не от хорошей жизни начинали таким заниматься. Не потому, что это было как-то в национальном характере и так далее. Просто вот некуда тебе пойти. Вот не осталось у тебя скота, последние отобрали за Семью кормить нечем. Да, семью кормить нечем. Вынужден идти к чиновнику и делать, что он скажет. Угу. И у многих чиновников была такая практика, что они использовали таких людей для собственного обогащения. То есть они им давали лошадей, те совершали набеги, часть скота уходила чиновнику. Ну, получается, да, со стороны своих местных земляков, баев, со стороны русских купцов, со стороны китайских купцов. Китайских купцов это позже, это все-таки 20 век. Тогда скорее это налоги в Китай шедшие. Китайских купцов у нас... Налоги? Да. Китайских купцов до начала 20 века у нас тут не было. Они были в основном южнее. Потому что у нас была как бы закрытая территория, с которой налоги пушниной шли непосредственно в казну. А если приезжают торговцы, соответственно, часть того, что должно идти в казну, начинает идти мимо. Поэтому вот до начала 20 века такого не допускалось. А тяжелые налоги большие? Достаточно большие, несколько тысяч соболиных шкур. Это примерно, даже сложно сейчас сказать сколько, но вот, допустим, несколько голов скота могло уйти, крупного рогатого скота могло спокойно уйти за одну соболиную шкуру. Перед эфиром мы говорили о предположительной исторической дате начала этих событий. Все-таки сегодня к какому периоду, скажем так, склоняются ученые? С чем это связано? Большинство источников, они, к сожалению, не обладают нужной конкретикой, которые есть. То есть в лучшем случае мы можем найти даты
которые говорят о том, что это было летом, осенью, может быть, даже в конкретный месяц, но не в какое число. Потому что у нас есть предположительные даты того, когда восставшим велели явиться на суд, на который они решили не являться. Но, к сожалению, это еще связано с датировками того периода. А тогда же использовался традиционный лунный календарь, в котором месяцы были гораздо короче. И поэтому тогдашняя дата на сегодняшнее время может быть совершенно иной. Может быть, тогда это считалось, ну, скажем, ну, вот сентябрь у нас 9-й месяц, там, скажем, по 9-му месяцу Луны. А вот в конкретный год из-за разницы в календарях это может быть и конец августа, и начало октября, и где-то середина сентября. То есть может быть вот такой достаточно сильный разброс. Но в данный момент все-таки основные источники говорят о том, что это было либо лето, причем вторая половина или даже конец, либо сентябрь. Спасибо. С каким, может быть, с привязкой к событию, какое самое главное первое событие было? Кто это все возглавил? И социальный статус, так скажем, восставших? Как я уже сказал, основным событием считается отказ самых первых восставших явиться, собственно, на суд. Как было дело? Многие люди не от хорошей жизни шли вот как раз, можно сказать, в наемные конокрады к чиновникам. И вот отряд таких конокрадов, работавших на одного из чиновников, он в соседней Монголии угнал скот не у тех, у кого следовало. То есть там буквально затронуты оказались интересы местной знати. И, соответственно, чтобы не оказаться виноватым, чиновник попробовал свалить вину? Свалить вину, да, на своих подчиненных. Подчиненные отказались явиться на суд. И вот, собственно, так и началось. То есть они вместо того, чтобы явиться на суд, на который их вызвали, они ушли на гору Карадак и сказали, что подчиняться не будут. И кто стоял во главе? Во главе обычно называют двух человек. Это Дажима Чангы и Самбажик. Чангы имеется в виду, да, чиновник, да? Да, вот это вот самое интересное, что преимущественно Аудан-Мадер это были араты, но вот один из немногих неаратов, это вот один из лидеров Дажима Чангы, именно представитель чиновничества. Но в то же время Самбажик и другие, они были аратами по происхождению. История идет витками, да, на каждом витке у нас своя как бы субъективная, объективная оценка истории. Почему когда-то считалось, что восставшие это обычные скотокрады, конокрады, кайгалы, скажем так? Почему такое мнение сложилось? Это все из-за особенностей восприятия. Просто в один период может быть чрезмерная идеализация. И, например, говорят о них в первую очередь как о восставших, как о борцах. В другое время, соответственно, если точки зрения противоположные, будут в первую очередь говорить о том, что они бандиты, конокрады и так далее. А вся проблема в том, что это были личности, которые и тем, и другим обладали в комплексе. Так сложилось, что да, они не от хорошей жизни были вынуждены этим заниматься. Но когда они восстали, люди на них смотрели не как на восставших конокрадов, они смотрели на них как на людей, которые выступили против власти, которая еще хуже в глазах простого народа. Иначе откуда у них была бы такая достаточно массовая поддержка? Потому что началось это все с выступления, ну, по-моему, если я правильно помню, меньше, чем 1,5 десятков человек. Потом их численность выросла до нескольких сотен, там называется от 2 до 3 60 сотен. это условно, да? 60 это, как пишут ряд исследователей, в том числе Всеволод Иванович Дулов, это основное ядро, которое постоянно находилось на горе Карадак в своем лагере. Ну, там, естественно, плюс-минус их могло быть. А общую численность оценивают в несколько сотен, потому что они же не сидели пассивно на горе. Они предпринимали вылазки, они отбирали скот, раздавали населению. Они пытались как-то разобраться с чиновниками, за которыми видели ту или иную вину в отношении себя. Такая у них была численность. И опять же, если бы это были просто, так скажем, бандиты, которых ненавидят все, то откуда была бы такая поддержка? Просто был такой период, что вот люди, возглавившие
данное выступление, ну, вот они не были кристально чистыми и святыми. Но это не отменяет того факта, что они, тем не менее, возглавили и, собственно, совершили это самое выступление. Поэтому, как я уже сказал, оценивать их только по одному признаку, ну, это Непрофессионально. это непрофессионально, и это достаточно сильное упрощение. И опять же, мы еще сталкиваемся с тем, что оценки-то идут из современности. То есть на тот период времени, в XIX веке, взгляды на это были совершенно другие. И то, что мы сейчас считаем бандитским выступлением и так далее, оно вообще могло так не восприниматься. Потому что, как я уже сказал, Конечно. в них в первую очередь видели людей, которые выступили против власти, которая давит налогами, в которой есть чиновники, которые очень много себе позволяют в отношении простого народа. Вот как их в первую очередь воспринимали. Это достаточно вспомнить те же самые крупные восстания в российской истории. Тот же Емельян Пугачев, Степан Разин. Да, они и тогда совершали многие вещи, которые по тогдашнему законодательству были... Ну, карались законом, да. Да, причем очень жестоко. Но люди, в первую очередь, в них видели борцов с властью, которая в их восприятии была еще хуже. Спасибо. Вот напомните, пожалуйста, хронологию вкратце вот тех героических, ну, прям скажем, трагических событий. Ну, начинается все, как я уже сказал, либо летом, либо в начале осени 1983 года, когда происходит вызов на суд Самбажика Дажимаченга и его товарищей. Они уходят на Карадаг. К концу осени там уже собирается несколько десятков человек. В 1984 году параллельно идут активные действия восставших, то есть они угоняют скот, они пытаются разобраться с чиновниками, в том числе со своим нанимателем Синге Ченгы, правитель Андарского Сумона. И параллельно на основании жалоб монгольских властей с русской стороны, потому что русские торговцы боялись повторения событий Хемчикского выступления конца 70-х годов, когда восставшие под горячую руку, скажем так, много скота угнали у русских торговцев. И они боялись, что сейчас будет повторение того же самого, потому что опять выступление, опять на Хемчике, ну сейчас опять начнут грабить. И, соответственно, монгольские князья и русская администрация с прилегающих территорий, они жаловались Воле Сутай, китайскому генерал-губернатору военному Цзяньцзюню. Он, в свою очередь, дал распоряжение Тувинскому Амбен-Найону, то есть самому главному из князей, что разобраться с восставшими. И вот пока параллельно восставшие пытались разобраться с чиновниками, строили самые разные планы, а среди планов было и подчинить себе хемчикских наёнов, и просто обратиться к властям, чтобы их заменили. Ну, в общем, там не было какой-то единой сформированной программы, просто было выступление. Параллельно в восточных Кожунах собирались отряды для подавления восстания. Собрали порядка 300 человек, и возглавил их чиновником Бен-Найоновской канцелярии Торук. По разным данным, ну или даже и Торук, по разным данным, это один из братьев Амбен-Найона. И к концу 1984 года, когда этот отряд прибыл уже на запад Тувы, состоялось несколько столкновений. Во-первых, при попытке восставших захватить правителя Дака Жуна, его отряд оказал вооруженное сопротивление, поймав восставших в засаду. Они отступили на Карадаг, там их уже осадили войска Амбен-Найона. С Карадага им удалось отступить, но они разделились на несколько отрядов, и в районе реки Алаш, в общем, на западе хемчикских Кожунов, их отряды были окончательно разбиты Амбен-Найоновскими войсками и войсками Найона Дака Жуна. И трагическая судьба тех, кто попал, скажем, в плен, которых удалось захватить живыми. Часть восставших, соответственно, была убита в сражениях. Часть из них судили тувинские чиновники, проводя разбирательство, кто, откуда, куда, что сделал. И потом они были отправлены уже в ставку генерал-губернатора в город Уле-Сутай, где они и были казнены.
Их головы были потом привезены в Туву и расставлены в назидание. Такая тогда была судебная система. Да, это была судебная система, которая действовала на территории всей Тувы и Китайской империи. Но, как отмечали люди, что это борьба наоборот. И жестокая расправа с восставшими, она наоборот вдохновила людей на еще большее неповиновение. Понятное дело, что крупных восстаний уже не было, но, скажем так, ряд исследователей считает, что именно восстание Аудан-Мадер, оно заронило те семена, которые в дальнейшем уже в 20 веке взошли во время изгнания китайцев в 11-12 году. Вот это и есть самое главное значение, наверное. Ну, одно из. Это в целом просто самое крупное в 19 веке вооруженное выступление, неповиновение. А как дальше это повлияло на дальнейшую судьбу тувинского народа? Ну вот, В практическом смысле. во-первых, сами Аудан-Мадер, они вошли в народную память именно как герои, которые не побоялись выступить против власти. В дальнейшем, когда уже у нас было независимое государство, ТНР, их судьбу начали изучать, и уже в советское время все-таки стали говорить о том, что это именно крупнейшее национально-освободительное выступление в XIX веке. Понятное дело, что восставшие не ставили себе таких громких и официальных целей, что национально-освободительное движение, освободимся. Но, как я уже сказал, у них были самые разные планы, в том числе и установить свою власть над хемчикскими кожунами, попросить поменять вот эту власть и так далее. Так что они были, скажем так, не теоретиками, они на практике просто осуществили очень крупное выступление, и на которое в дальнейшем могли ориентироваться уже те, кто выступал более успешно против китайских властей. Спасибо большое, Антон Анатольевич. Уважаемые телезрители, очередное интервью дня подошло к концу. Всего вам доброго.